сотни пациентов, тысячи диагнозов и, кажется, бесконечные дежурства. Биография Хавы Тангиевой – пример беззаветного служения любимой профессии. Несмотря на все сложности во время депортации, она заканчивает школу с отличием. А в 1951 году по наставлению отца вместе с 6 ингушами подает документы в Карагандинский медицинский институт. И оказывается единственной из них, кто поступил. Я когда первый день пришла в институт и увидела на стенке доска отличников, делать ОРС, я буду там. А там это вот такая панорама, и сидят. Я посмотрела, полюбовалась. Я делаю двигатель, а нос влез. Я оказалась. Именно в университете она познакомилась со своим будущим мужем. Кстати, он был одним из тех 6 невезунчиков, которые не поступили в первый год. Однако молодой человек не отчаялся и уже 2 года спустя оказался в числе студентов мединститута. Заканчивали мы здесь, в Орджоникидзе, в Владикавказе. Когда нас освободили, мы через неделю уехали. А нам ректор был хороший такой, ректор был, Асхе. Зачем вы уезжаете? Мы же вас выучили, а вы уезжаете. Я говорю, Родина, так хочется, и заплакала. Ладно, говорит, езжай. Так медицина объединила 2 людей, призвание которых стало спасать жизни. Ее супруг Тамерлан Горчханов, травматолог, позднее главврач Назрановской клинической больницы, а позже министр здравоохранения республики. Весь его путь она прошла с ним бок о бок. Когда он закончил институт, надо было учиться дальше. И мы поехали в Ленинград на 2 года. Он учиться, а я его охранять. Поехали мы с мальчиком и с моей девочкой. И моя дочка там 2 года училась в школе. А сейчас она главный врач республиканской поликлиники. Настоящая династия медиков. Ее дети выросли среди белых халатов, любимая игра в доктора и даже сказки с профессиональным уклоном. Несмотря на это, женщина прекрасная мама, бабушка и даже прабабушка. К слову, больше всего времени с ней проводит правнучка Амина, которая не отходит от нее ни на шаг, даже во время интервью. Я когда в Ленинграде 2 года училась, и когда я приехала в Грозный, я по сравнению с ними была профессором. Они все бегали ко мне. Как это? Как это? Тогда только начиналась кардиограмма. А я так хорошо ее знала. Ты моя карапузик моя. Эта профессия требует от них быть одновременно и сильными, и чуткими. Прожив почти век, ветеран труда признается. Для нее самая ценная награда не высокое звание, а благодарные и довольные пациенты. Дав клятву Гиппократа, она дала обещание самой себе бороться с болезнями, несмотря ни на что. У меня даже были случаи, когда мои больные, которые лечились в Заводском районе, через весь город шли ко мне на прием в микрорайон. А главврач у нас был такой злюкан. Они приходят ногами грязными. Я их не буду пускать. Я разве их зову? Они приходят. Но не принимай, я их дома приму. В этом году бабушку с юбилеем поздравил Владимир Путин. Несмотря на огромный багаж знаний за плечами, человек она весьма скромный. Правилам врач всегда следовала неустанно, и это ей помогало в жизни. Однако бывало и такое, когда действовать приходилось быстро. Ну, прям в крепости. Там такая дорога и обрыв. И военные, полная машина, раз слетели. Поднялся хай, шум, а пойти некому. Пришлось, нас 3 было. Побежали, давай тащить их, притащили. А там некоторые тащить не надо было, мертвые уже. И потом начали отрезать, и в это время хирурги прибыли. Когда мы ногу отрезали, говорят, вот молодцы, хорошо отрезали. А я помню, нам говорили, когда отрезаешь, надо натянуть,
а потом отрезать и отпустить нерв. Тогда нерв будет живой. Прабабушка надеется, что по ее стопам пойдут и самые младшие члены семьи и будут служить на благо нашей республики. Кем вы хотите, чтобы ваша внучка стала? Внучка? Да. Нейрохирургом. Операция на голове. Сейчас очень много рак головы, нервной системы. А операцию делать некому. У нас все в Москву едут. Ну пусть поедет в Москву, выучатся и будут наших людей оперировать. Хава Тангиева уже давно не надевала свой белый халат, но душой она всегда рядом с пациентами в любимом кабинете, ведь свою профессию не выбирала, она нашла ее сама. Я не сожалею, что я была врачом. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.